невозможно унести. Можно унести только тоску. Если бы родину можно было перетаскивать с собой как мешок, то цена ей была бы грош. Чингис Айтматов. За последние сутки в Кыргызстане выявлено 410 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. По ее данным, в Бишкеке выявили 94 случая, в Аше – 47, в Волжской области – 79, Чуйской – 33, Джалалабадской – 37, Иссык-Кульской – 66, Нарынской – 12, Таласской – 8, Баткенской – 34. Всего за весь период зарегистрировали 37 129 случаев COVID-19. Также за сутки в Кыргызстане вылечились 653 человека. За весь период по стране выздоровели 27 927 человек. Кроме этого, от коронавируса и внебольничной пневмонии за последние сутки умерли 11 человек. Всего скончались 1420 пациентов. В Аше временно закрылся дневной стационар, который расположен в здании школы имени Алишера Наваи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы. Стационар закрыли из-за того, что обращающихся горожан за медицинской помощью стало гораздо меньше. Напомним, в Бишкеке 3 стационара также временно законсервировали, потому что нет пациентов. Закрыты дневная лечебница на базе школы Сейтек и ночная в ресторане «Салтанат» и стационар в школе номер 95 в микрорайоне Джал. Для оптимизации расходов и сохранения человеческих ресурсов на осенне-зимний период некоторые стационары с наименьшим количеством обращений консервируются, сообщает в пресс-службе мэрии столицы. Остальные лечебницы пока работают в штатном режиме. В муниципалитете будут следить за динамикой обращений. Из Беларуси и ряда стран в Кыргызстан вернулись 137 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. По данным ведомства, они прибыли рейсом авиакомпании «Авиатрафик Компани» по маршруту Минск-Бишкек. В частности, вернулись студенты из Украины, Беларуси, Австрии, Великобритании, Германии, Литвы, Италии, Польши, Швеции, Финляндии. Список пассажиров был сформирован посольствами Кыргызстана в Украине и европейских стран, согласно заявкам, ранее поданным в загранучреждения Кыргызстана. Регулярное авиасообщение Кыргызстана с зарубежными странами может оставаться закрытым до конца августа, пока действуют чартерные рейсы, количество которых будет увеличиваться. В частности, Россия пока не согласилась возобновить регулярное авиасообщение, но готова увеличить число чартерных рейсов. Чартерных рейсов с Турцией станет в 2 раза больше. Их будут выполнять авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus и Aviatraffic. В Объединенных Арабских Эмиратах в неделю будет выполняться 2 чартерных рейса самолетами Air Arabia и Fly Dubai. Казахстан намерен осуществлять чартерные рейсы по мере необходимости. Предполагается, что подобный режим авиасообщения сохранится до конца августа. Международное авиасообщение в Кыргызстане было закрыто в марте на фоне пандемии коронавируса. Всего республика осуществляет прямые рейсы с 9 странами. В результате достигнутых переговоров между Кыргызстаном и Россией 2 августа Чеченская республика направила помощь на безвозмездной основе на общую сумму 51 миллион рублей, сообщили в республиканском штабе. По информации, груз был доставлен в Кыргызстан через кыргызско-казахстанский пограничный пункт пропуска Ахтилек. После прохождения необходимых процедур груз будет выгружен на склад Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения Кыргызской республики. В качестве гуманитарной помощи российская ОАО «Фармстандарт» передала Министерству здравоохранения Кыргызстана защитные комбинезоны 24 100 штук, трехслойные специальные маски 24 729 штук, защитные очки из полимерных материалов 5248 штук, пластиковые щитки 10 649 штук и другое медицинское оборудование. На территории Кыргызстана задержан член религиозной экстремистской организации «Хизбут Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности. 30 июля 2020 года ГКНБ в ходе проводимых мероприятий по пресечению подрывной деятельности запрещенной «Хизбут Тахрир аль-Ислами» задержан член данной запрещенной на территории Кыргызстана экстремистской организации, гражданин одной из центральноазиатских республик 1986 года рождения, говорится в сообщении. ГКНБ отметили, что следственно арестованный также находится в межгосударственном розыске в одной из стран СНГ за совершение особо тяжких преступлений. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время решается вопрос о передаче задержанного в установленном порядке представителям компетентных органов-партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.
Сооронбай Жээнбеков подписал возражение к закону о манипулировании информацией. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства. Отмечается, что президент поддерживает основную концепцию о необходимости защиты от недостоверной и ложной информации, распространяемой в интернете, однако при этом имеет возражение. В возражениях президента указано, что в период глобальной пандемии действия некоторых лиц, направленные на распространение ложной информации через социальные сети, создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, общественному порядку и общественной безопасности, а также ущемляют права или охраняемые законом интересы прав и свобод граждан. Предлагается пересмотреть редакцию закона, в частности, субъектов правоотношений, механизмов реализации и технических аспектов регулирования закона с привлечением представителей общественности, экспертного сообщества и государственных органов. В Иссык-Кульской области компания Айко Сейко приступила к выпуску средств индивидуальной защиты отечественного производства, сообщили в аппарате президента. Согласно данным, глава государства сегодня, 3 августа, ознакомился с деятельностью текстильного предприятия, занимающегося производством специализированной одежды в Аксуйском районе. Как проинформировал руководитель предприятия, их основной деятельностью является пошив спецодежды для различных предприятий и организаций, в том числе и силовых структур страны. Также он рассказал о проблеме с задержкой на границе импортных компонентов для производства. Руководитель предприятия добавил, что на фабрике есть возможности трудоустройства 120 человек, но в целях профилактики заражения коронавирусной инфекцией на данный момент работают 60 сотрудников. Новый учебный год начнется традиционно 1 сентября. Но решение о формате проведения учебного процесса будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Так предлагается обучение первых классов в реальном режиме, так как начальные классы должны осознать, что такое школа, класс, учительница и общество. В настоящее время обрабатывается несколько вариантов организации учебного процесса. Регион большой, Кыргызстан. Есть высокогорные районы, где там нет такой пандемии. В классе 8 детей, 10 детей. Там есть возможность обучения в реальном режиме, соблюдая социальную дистанцию. Но есть регионы такие, как Бишкек, Ош, областные центры. В первом классе по 40 детей. И для того, чтобы в полном режиме начать, соблюдая санитарные нормы, мы этот класс должны поделить на два. На два поделить, соблюдать санитарную дистанцию. Варианты обсуждаются. Полностью, конечно, если будет рост заболеваемости, вот такая угроза, в городах крупных мы не будем это переходить, возможно, как посоветуют эксперты, консультанты, это будет проходить в определенном режиме. На данный момент Министерством здравоохранения и образования также рассматривается вопрос по обучению старших классов в реальном режиме. Все будет зависеть от ситуации, рассказала специалист республиканского центра. Также она подчеркнула, что родителям первоклассников рекомендуется ознакомить детей с правилами школы и санитарных требований. Родители должны подготовить детей к школе с психологической стороны. Они должны уделить внимание обучению детей к личной гигиене. Это использование антисептиков и влажных салфеток. Элементарные правила, как ношение маски, соблюдение социальной дистанции, мытье рук. Каждый ребенок должен использовать только свои школьные принадлежности. Тем временем общественные фонды «Школа данных» и городские инициативы совместно с исследователями провели опрос и изучили, как проходило онлайн-обучение весной 2020 года. В исследовании под названием «Хочу назад в школу» приняли участие 338 учителей и 1324 ученика со всего Кыргызстана. Главной проблемой и для учеников, и для учителей был доступ к интернету. Речь идет не только об отсутствии связи или ее качестве, а об элементарном отсутствии технологий для выхода в интернет. У многих школьников не было собственного мобильного телефона или рабочего компьютера, не говоря уже о рабочем пространстве и времени на обучение. Исследование подтвердило, что главным инструментом во время онлайн-обучения стал мессенджер WhatsApp. Большинство учителей подчеркнули пассивность со стороны родителей в поддержке детей, как и с мотивацией для учебы, так и с созданием условий для ребенка. В целом учителя отнеслись к дистанционному обучению критически и так же, как и ученики, хотели бы вернуться в школу. Ученики отмечали, что труднее всего было воспринимать онлайн точные науки. Чуть больше половины учеников отметили математику и 20% отметили геометрию. Также опрос выявил, что у учеников всех классов без исключения были проблемы с пониманием уроков по изучению языков – английский, русский, кыргызский.
Учитывая эти проблемы с переходом на дистанционное образование, исследователи изучили, как это повлияло на эмоциональное состояние учеников. Большинство учеников испытывали чувство тревоги, грусти и злости с начала пандемии коронавируса. Школьники часто пропускали онлайн-занятия. Причины пропуска – технические неполадки с интернетом или его полное отсутствие, а также домашние заботы, которые легли на плечи детей в период карантина. В коротком опросе, проведенном нашей съемочной группой, родители и ученики также выражают недовольство онлайн-обучением, подчеркивая неэффективность усваивания материала. Многие родители пропускают работу, им приходится оставаться дома с детьми. Некоторые занимаются с детьми, а другие нет, и школьники не получают достаточных знаний. Поэтому было бы хорошо, если бы учителя обучали детей в реальном режиме. С одной стороны, то, что безопасно, я бы поддержала бы, а то, что детям и учителям, мне кажется, и родителям сложно. Было бы лучше, если бы учились в школе, конечно. Но если, ситуация такая с болезнью. Для меня онлайн-обучение было не так эффективным, так как нам приходилось изучать темы самим, и у учителей не было возможности объяснить каждому ученику тему. В настоящее время при ведомстве работает экспертно-консультационный совет, состоящий из практиков-педагогов, экспертов и управленцев. Анализируется опыт дистанционной формы обучения как Кыргызстана, так и других стран. Исходя из анализа данных, будут предложены несколько вариантов, в которых учтут возрастные особенности детей, выпускные классы, а также безопасность учащихся и педагогов. Роза Курманбекова, Виктор Калыхов, Новости Ошпили.